Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Семейное новоселье. После назначения сына президента Таджикистана столичным градоначальником мэрия Душанбе переехала в бывший дворец Эмомали Рахмона. Никогда не поздно. Парень из неблагополучной кыргызской семьи впервые сел за школьную парту в 25 лет. После многих лет скитаний, унижений и даже рабства сегодня он учится читать и писать. Работал пастухом везде. Все обманывали. Работаешь, говоришь им домой хочу. Не отпускали некоторые. Наши денег обманывали. Сообразить на троих. Официальный Тегеран против участия представителей США в мирной конференции по Сирии в Астане. Москва и Анкара выступают за прилет соратников Трампа в казахстанскую столицу. Безусловно, перемирие никак не будет распространяться на террористические организации, как то Исламское государство или Аль-Нусра. Прощальный аккорд. Президент Обама провел последнюю пресс-конференцию в качестве главы Белого дома. Американский лидер рассказал, чем он займется после выхода в отставку. Я хочу начать писать, хочу немного тишины, не хочу так много слышать самого себя. Я хочу проводить бесценное время со своими дочерьми. Вот они, мои приоритеты на ближайший год. Но, как я говорил и прежде, я остаюсь гражданином США. Иордань по-казахски. Жители Астаны встретили праздник Крещения традиционным нырянием в прорубь. Проверить свою закалку и выдержку пришли не только православные христиане. Стоишь спокойно, то есть тело все горит, вообще классно, то есть... Мэрия Душанбе переехала в здание аппарата президента Таджикистана. Напомним, что теперь столичную администрацию возглавляет старший сын таджикского лидера, 29-летний Рустам Эмомали. По мнению экспертов, переезд мэрии усилил спекуляции вокруг разговоров о том, что Рустам Эмомали может стать преемником своего отца на главном посту страны. Как сообщил главный архитектор Таджикистана Джамшед Ахмадзода, мэрия будет временно находиться в здании президентской администрации. В ближайшем будущем столичная мэрия получит новое здание в центре Душанбе. Ахмадзода также сообщил, что согласно утвержденному генплану в центре столицы будет построено еще несколько новых проектов на месте старых жилых и административных строений, которые сегодня подлежат сносу. Среди них знаменитые еще с советских времен и популярные среди туристов Чайхана Рохат и два театра по соседству. Что касается частных домов, их жители уже выразили недовольство размером предлагаемой властями компенсации. За помощью они обратились к президенту страны, но ответа пока не получили. К другим новостям из Таджикистана. За прошлый год в республике утонули 138 человек, среди них 58 детей. Печальная статистика была озвучена Комитетом по чрезвычайным ситуациям Таджикистана на пресс-конференции по итогам 2016 года. Также спасатели предоставили данные по стихийным бедствиям. В общей сложности страна пережила 55 природных катаклизмов, ущерб от которых составил порядка $20,5 миллионов. 20 человек погибли. Пострадали более 1000 домов, сотни километров автодорог и более 150 мостов частично разрушены. Сотрудники комитета рассказали, какие действия ими были предприняты. Это 487 оперативных выходов, в результате которых были спасены 132 человека. В 2016 году были переселены порядка 300 мелких населенных пунктов, находящихся в зонах с высоким уровнем угрозы наводнений. Ежегодно создается рабочая группа из числа всех министерств и ведомств Республики Таджикистан и исследуется каждый населенный пункт. По эвакуации населения этих зон у нас ежегодно разрабатывается план мероприятий, чтобы уточнить точное количество населенных пунктов, в том числе и хозяйств. Это государственная программа по переселению. В Комитете по чрезвычайным ситуациям отметили, что у них отсутствуют специальные вертолеты для спасательных работ. Вопрос о выделении хотя бы одной подобной машины поднимался не раз, однако денег на покупку у ведомства нет. Сегодня в распоряжении спасателей есть только 34 специальных наземных технических средства передвижения, предназначенных для работ по предотвращению последствий ЧС. В случае необходимости воздушная техника предоставляется Министерством обороны по специальному соглашению между двумя госструктурами. Комитет планирует на этот год приобретение различной спецтехники. Для этого ведутся двусторонние переговоры с такими странами, как Россия, Япония и Китай.
Житель Кыргызстана Андрей Семкин в 25 лет впервые сел за школьную парту. Родившись в семье алкоголиков, он с раннего детства был предоставлен самому себе. Он был чернорабочим и даже побывал в трудовом рабстве. Научиться читать и писать за все эти годы ему так и не довелось, рассказывает Шавкат Тургаев. А, Б, Д, В. Некоторые буквы Андрей все еще путает. Мягкий знак он по ошибке называет буквой «Р». Как и для большинства людей, первой книгой в его жизни стала азбука. Вот только в руки он взял ее не в раннем детстве, а только сейчас. Андрею 25 лет. Здесь уже месяц учусь, уже букву научился, писать научился. Теперь до конца хорошо научиться, куда-нибудь поступить. Андрей, когда пришел к нам в центр, ничего не знал. Не знал буквы, даже имени своего написать не мог. За месяц он выучил буквы, начал писать свое имя и читать короткие слова. Он очень прилежный, любит труд. Характер у него очень мягкий и добрый. Вырос Андрей в неблагополучной семье на юге страны. Родители каждый день устраивали пьянки. До образования и воспитания сына им не было никакого дела. Суровая жизнь заставила его еще ребенком самому зарабатывать на жизнь. Родители виноваты. Много пили они. За мной некому было смотреть. Я сам пошел в школу, не взяли. Денег нету, говорят, у тебя как будем брать? Не взяли в школу. После четверти века мытарств и скитаний по стране Андрей оказался в бишкекском приюте для бомжей. Там о его печальной истории узнали в центре для лиц с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в центре работают только с инвалидами, все равно решили помочь молодому человеку. И он сейчас очень настроен получить образование. Мы, конечно, подготовим его в школе, потом уже договоримся со школой. Или он будет приходить или в вечернюю школу, ну как-то так, чтобы он мог получить аттестат. И потом уже дальнейшую судьбу просмотрим. Да, многие люди оказываются в таких жизненных трудных ситуациях не потому, что они этого хотят, а потому что в данный момент не оказываются люди, которым могли бы помочь из-за слабого характера тоже. А у Андрея очень твердая воля стать нормальным человеком. В центре и работу ему подыскали. Как раз было вакантно место дворника. По признанию Андрея, это самая легкая работа, которую ему приходилось делать. Платят немного, но на жизнь хватает. Работал везде, грузчиком. Бывало, ночью тоже выгружали груз. Мука, сахар, цемент, арматуры разные эти выгружали. На железках работал, железо выгружали тяжелые. Работал пастухом везде, все обманывали. Как обманываешь? Ну, будем нормально платить. Работаешь, говоришь им домой хочу. Не опускали вот некоторые. Наши денег обманывали. Рассказывает, что последнее место работы было для него сродни рабству. Некий директор кирпичного завода в соседнем городе нанял его ухаживать за скотом, забрал паспорт и эксплуатировал в течение 7 месяцев. За работу, понятное дело, не платил. Кое-как Андрей из кабалы выбрался. Живет Андрей по соседству с центром в неуютной каморке. Какое-никакое, а жилье, да и недорого. Спит на полу возле горячей батареи. Здесь я живу. Сюда, когда я приехал, ничего не было у меня. Вообще ничего не было. Все здесь я дали, где учусь. В свободное время Андрей смотрит любимые фильмы. DVD-плеер тоже дали в центре. Но на первом месте у него сейчас образование. Хотя свое имя он все еще пишет с ошибками. Здесь тоже пишу дома, что зря не сидеть, быстрее научиться. У тебя на конце И краткая, правильно? Да. А у тебя какая буква? И получилось. Да, тебе надо И краткую. Добавляй. Вот сюда сверху язычок вот такой ставить. Да. Мечта Андрея — стать автомехаником. Он надеется, что с помощью добрых людей получит образование и станет полноценным членом общества. А еще он хочет создать семью. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. В
В центре казахстанской столицы установили талисманы предстоящей международной выставки «Экспо-2017». Это 3 маскота: Сауле, которая символизирует солнце, Куат – энергию, и Мулдыр – воду и воздух. Имена талисманам были даны соответственно названию «Экспо» – энергия будущего. Однако внешний вид маскотов буквально ужаснул казахстанцев. Пользователи соцсетей даже сравнили Сауле, Куата и Мулдыр с персонажами из фильма ужасов «Кукла и чайки». Более того, маскоты совершенно не соответствовали ранее представленным эскизам. 3 года назад в Казахстане путем всенародного голосования были выбраны совершенно другие талисманы – Тенгри и Бюре. Как заявили организаторы, им пришлось поменять народно выбранные талисманы, поскольку разработавшие их дизайнеры отказались от сотрудничества с Экспо. По неофициальной информации, художникам не заплатили за разработанные эскизы. После шквала критики новых маскотов отправили на доработку. К тому же они не выдержали астанинских морозов и начали рассыпаться. Кто решил, что именно Сауле, Куат и Мулдыр станут визитной карточкой Экспо? На этот вопрос организаторы выставки отвечать отказались. Компания, которая представляла тех маскотов, которые выбрала общественность, она снялась с этого конкурса. Поэтому итоги конкурса были аннулированы на тот момент. Мы учтем те замечания, которые возникли у общественности, чтобы эти маскоты действительно достойно представляли выставку Астана Экспо. Чиновник также не сказал, сколько средств было потрачено на изготовление талисманов и кто их автор. Чайжунусов ограничился информацией, что маскотов изготовили на средства спонсоров, которые будут их реставрировать. А потом буквально сбежал от журналистов. Официально Тегеран выступает против участия представителей США в мирной конференции по Сирии, которая должна состояться на следующей неделе в Астане. Эта позиция идет вразрез с мнением России и Турции, которые полагают, что присутствие представителей новой американской администрации Дональда Трампа просто необходимо. Напомним, что идея конференции о будущем Сирии была инициирована Москвой и Анкарой сразу после того, как войска Башара Асада взяли Восточное Алеппо. Именно эта часть бывшей экономической столицы Сирии была оплотом повстанцев на протяжении всей гражданской войны. Министр иностранных дел Ирана надеется, что в этой встрече примут участие представители всех противоборствующих группировок. Мы надеемся, что режим прекращения огня поддержит все стороны, вовлеченные в сирийский конфликт. Безусловно, перемирие никак не будет распространяться на террористические организации, как то Исламское государство или Аль-Нусра. Но мы надеемся, что все, кто подписал соглашение о прекращении огня, различные группы вооруженной оппозиции и армия сирийского правительства, приедут в Астану со своим видением полного прекращения военного конфликта на длительное время и начала политического процесса. Примечательно, что главные сторонники сирийского режима, Москва и Тегеран, на этот раз занимают разные позиции. А Турция, которая традиционно поддерживает антагонистов Башара Асада, сходится во мнении с Москвой. В Тегеране полагают, что сам факт участия американцев в конференции в Астане может привести к провалу переговоров. Десятки людей пострадали в результате обрушения охваченного огнем здания в центре Тегерана. Иранские информагентства сообщили, что в здании могли находиться пожарные расчеты. Подробности в репортаже Рейтер. От 20 до 40 человек, по разным данным, в четверг получили травмы во время чрезвычайного происшествия в Тегеране. В центре города загорелось и разрушилось высотное здание торгового и делового центра «Пласко». По информации экстренных служб, пламя вспыхнуло примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени на 8 и 9 этажах. На место прибыли более 200 пожарных. Некоторые из них могли находиться внутри здания в момент обрушения. Сюда же были стянуты армейские подразделения. Попытки потушить огонь оказались безуспешными. Поступают противоречивые сведения о гибели пожарных. Неподалеку от места происшествия располагаются посольства России, Турции, Британии и Германии, отмечает сайт газеты «Техран Таймс». Персонал дипломатических миссий был эвакуирован. Никто из сотрудников не пострадал. 17-этажная башня Пласко – самое старое высотное здание Тегерана. Оно было построено в 1962 году. Далее в программе. Прощальный аккорд. Президент Обама провел последнюю пресс-конференцию в качестве главы Белого дома. Американский лидер рассказал, чем он займется после выхода в отставку.
Я хочу начать писать, хочу немного тишины, не хочу так много слышать самого себя. Я хочу проводить бесценное время со своими дочерьми. Вот они, мои приоритеты на ближайший год. Но, как я говорил и прежде, я остаюсь гражданином США. Иордань по-казахски. Жители Астаны встретили праздник Крещения традиционным нырянием в прорубь. Проверить свою закалку и выдержку пришли не только православные христиане. Стоишь спокойно, то есть тело все горит, вообще классно, то есть... В Вашингтоне идут последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа. А пока еще президент США Барак Обама дал свою последнюю пресс-конференцию на этом посту. Один из главных вопросов – отношения Белого дома с Кремлем. Обаму спросили о возможности снятия санкций с России Дональдом Трампом, если Москва согласится сократить свой ядерный арсенал. Обама напомнил, что санкции были введены без относительно ядерных вооружений, а из-за действий России в Украине. Я дал понять российским властям, как только вы прекратите это вмешательство, санкции будут отменены. Это соответствует интересам США и позволяет продемонстрировать уважение к нормам международного права и при этом не смешивать причины введения санкций с другими проблемами. Также Обама уделил особое внимание палестино-израильскому конфликту. Он подчеркнул, что замороженный конфликт на Ближнем Востоке опасен для Израиля, вредит палестинцам и безопасности США. Как только я вступил в должность, я хотел сделать все, чтобы стимулировать серьезные мирные переговоры между израильтянами и палестинцами. Но какие бы усилия мы ни прилагали, насильно привести стороны к миру мы не можем. Мы готовы оказать им содействие, можем предоставить площадку для переговоров и поддержать. На своей последней на посту президента пресс-конференции Обама предстал не только политиком, но и семьянином. Его слова о родных были особенно эмоциональными. Обама признался, что давно ждал возможности проводить больше времени с женой и детьми. Я думаю, ни одна из моих дочерей не собирается делать политическую карьеру. На это, наверное, повлияла их мать. Впрочем, дети выросли в таком окружении, которое, на мой взгляд, сделало их настоящими патриотами. Они еще крепче любят свою страну и, видя недостатки, готовы брать на себя ответственность, чтобы исправить их. Барак Обама также ответил на вопрос журналистов о том, чем он займется после завершения своей президентской деятельности. Я хочу начать писать, хочу немного тишины, не хочу так много слышать самого себя. Я хочу проводить бесценное время со своими дочерьми. Вот они, мои приоритеты на ближайший год. Но, как я говорил и прежде, я остаюсь гражданином США. Россия и Турция начали новую совместную операцию против ИГИЛ в Сирии. Как сообщил представитель Министерства обороны России, были задействованы 9 российских и 8 турецких самолетов. Удары были нанесены по 36 объектам в пригородах Эль-Баб в провинции Алеппо. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что сотрудничество с Турцией продуктивно. ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировки ИГИЛ в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационной группировок. Турция начала в Сирии свою военную наземную операцию «Щит Ефрата» 24 августа 2016 года. Она направлена против исламского государства, а также курдских отрядов народной самообороны, которые в Анкаре считают террористической организацией. Кроме того, на очередном брифинге для журналистов Рудской отметил активизацию военных действий в районе города Пальмира. Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе. В настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ. Напомним, в марте прошлого года Пальмира была освобождена от боевиков ИГИЛ. Российские власти даже устроили симфонический концерт в честь ее освобождения. Однако 11 декабря власти Сирии признали, что боевикам удалось захватить Пальмиру обратно.
Итальянские спасатели ищут выживших при сходе снежной лавины на отель Ригапьяно в области Абруццо. Местные власти опасаются, что на месте трагедии может быть много погибших. Агентство Рейтер сообщает, что обнаружено 30 тел. Среди пропавших без вести числится 3 человека. Всех, кого удается вытащить из гостиницы, отправляют в больницу. Но нам больше ничего не известно. Мы не можем туда добраться. Напомним, что лавина сошла вечером в среду 18 января. Пробиться к заваленному снегом зданию первым спасателям и медикам удалось лишь спустя 12 часов. Когда рассвело, вертолеты доставили на место дополнительные поисковые группы. 4-этажный корпус отеля частично разрушен, что еще больше осложняет поиски. Власти не исключают, что под грудой обломков также могут находиться люди. Эвакуация пострадавших идет медленно. Толщина снежного покрова во многих местах достигает 5 метров. Сход мощной снежной лавины спровоцировала серия подземных толчков. Землетрясение 5,4 балла ощущалось в Абруццо и соседних областях Италии. То есть в том же регионе, где в октябре прошлого года разрушительное землетрясение унесло жизни почти 300 человек. 19 января православные казахстанцы отмечают Крещение Господне. В храмах проходят торжественные службы с чином освящения воды. Начиная с полуночи, желающие запасаются святой водой и окунаются в прорубь. В этом году в Казахстане были подготовлены десятки специальных иорданий, которые посетили тысячи казахстанцев. Главное богослужение, праздничная божественная литургия, прошла в ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе и дала начало крещенским купаниям. В этом году в Алма-Ате и Алматинской области было подготовлено 2 десятка специально отведенных под ныряние мест. Их список был заранее опубликован Департаментом по чрезвычайным ситуациям в средствах массовой информации. Возле Иордании оборудованы поручни, разбиты палатки, где любой желающий может согреться и переодеться. Рядом дежурят спасатели и бригады скорой помощи. Во время чина освящения Иордании местным священникам возле нее выстраивается целая очередь готовых к нырянию горожан. Считается, что ныряние в ледяную купель помогает смыть грехи и болезни. При этом абсолютно неважно, какой национальности принадлежит желающий окунуться в прорубь на крещение или какого вероисповедания он придерживается. Многие алматинцы воспринимают этот церковный обряд как ежегодную традицию для оздоровления организма и купаются в крещении всей семьей. Холодно? Да. Тело не горит? Нет. Колет? Колики есть? Только в ногах. В ногах первый раз. Да никогда не сложно, по-моему. Вам для чего? Для себя, для укрепления духа. Первый год как по рассказам, так рассказывали, что чтобы не болеть, заряжать эмоции свои и так дух закалить. И все попробовал, и нормально. Вот 5-6 лет спокойно ходим. Первый раз. Первый раз. А что сподвигло? Не знаю, все купаются. Я так подумал. И как? Ну, не знаю. Нормально уже. Холоднее в этом году. Для чего ходит? Какое ощущение получаете? Эйфорию. Я думал, будет холодно, замерзло, но нет, тут стоишь спокойно, то есть тело все горит, вообще классно. То есть, вообще... В следующем году пойдете? Я думаю, что да, обязательно. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.